Ивановичу, главному хранителю Хакасского национального краеведческого музея имени Кызласова, член президиума Республиканского совета старейшин. Подготовиться к Фотюшеву Владимиру Михайловичу. Здравствуйте, уважаемые депутаты, гости съезда. Я бы хотел сказать о проблеме сохранения культурного наследия, хотя эта проблема стоит, конечно же, гораздо ниже проблемы сохранения самого народа, его языка, но тем не менее это очень важная, наболевшая проблема. Вы сами знаете о том, что наши курганы и не только многие другие памятники древности являются нашей гордостью Хакасии и таким отличительным знаком этой территории. Но нигде более в мире нет такого огромного количества курганов, десятки тысяч курганов древних захоронений. И нужно помнить о том, что это могилы наших предков. Несмотря на то, что эти курганы создавались многие тысячи лет назад, но генетические исследования показывают, что в генах хакасского народа есть гены всех древних народов, обитавших здесь, на этой территории. Но, к сожалению, когда ездишь по многим населенным пунктам, в том числе и хакасским населенным пунктам, видишь, как безобразно относятся к этому культурному наследию, превращая курганы, которые находятся рядом с населенными пунктами, в свалки. Я сейчас не буду называть эти населенные пункты, но такое есть, и я призываю вас, как представители хакасской общественности, всегда обращать внимание на такие моменты. Ну и кроме того, существуют у нас и органы государственной власти, прокуратура, которая готова принимать, например, заявления от простых граждан, которые заметили случаи нарушения охранных зон археологических объектов, памятников, курганов, поскольку согласно новому закону все археологические памятники, даже не паспортизированные, не зафиксированные где-то в определенных охранных списках, тем не менее они уже находятся под государственной охраной. Поэтому можно спокойно прийти в прокуратуру, написать заявление на такой случай безобразного отношения к культурному наследию. Ну и я надеюсь, что когда в 1991 году создавалась государственная археологическая служба, мы тогда мечтали и предполагали, что в каждом районе, поскольку памятники у нас находятся везде, в каждом районе будет представители этой организации. Но прошло уже более 20 лет, такого не случилось, и предполагаю, что создаваемый сейчас правительством Республики Хакасия новая служба по охране культурного наследия, этот пробел решит. То есть и на местах в каждом районе будет свой человек, который будет контролировать сохранение культурного наследия. Ну и последний вопрос, который бы я хотел поднять, вы понимаете, работаю я в Национальном музее имени Леонида Романовича Кызласова. Строится новое здание, и мы, конечно, очень-очень рады, поскольку огромные площади. Но построить здание — это еще не создать музей. Необходимо еще многие-многие средства для того, чтобы оборудовать это здание и создать соответствующие экспозиции. Я думаю, что это время ближайших лет, и в скором времени музей тоже может принять посетителей, и вы увидите все наше культурное богатство. Спасибо. Владимиру Михайловичу, учитель Катапановской средней общеобразовательной школы. Подготовиться
Молдышевой